Ингушетия приходит в себя после теракта на посту в Яндаре. В Назране глава региона навестил пострадавших, а в Чермене сегодня похоронили погибшего Исраила Богатырева. Галочкам здесь не место, у проектов должно быть реальное будущее. Как отличились наши студенты на форумах в Пятигорске и в Сочи? Тактично, толково, внятно и на всю жизнь. Как учить умеючи, знает Раиса Икажева. Она стала заслуженным учителем России. Добрый вечер, это новости 24. 6 полицейских в тяжелом состоянии находятся в реанимации. 2 из них пострадали непосредственно от рук террористов. Еще 4 по пути на подмогу своим коллегам. Напомню, вчера в 17:30 на посту ДПС в районе Яндари прогремел взрыв. Произошла перестрелка между полицейскими и бандитами. 2 преступников были нейтрализованы. И уже сегодня глава Ингушетии навестил пострадавших накануне сотрудников правопорядка. В настоящее время 2 сотрудников правоохранительных органов, пострадавших в ходе нападения, находятся в реанимационном отделении. Это Ислам Гогиев и Алихан Гайсанов. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести. У обоих ушибы головного мозга легкой степени, ушибы мягких тканей головы, лица, туловища, конечностей. В настоящее время состояние средней степени тяжести, получает консервативную терапию, оперативное лечение не нуждаются, оказана вся необходимая помощь. Еще 4 сотрудника также находятся в реанимации, но уже в результате ДТП. Они по трагической случайности, направляясь на помощь коллегам, попали в аварию и не доехали до пункта назначения. Их состояние врачи оценивают как тяжелое. Они более тяжелые, больной Катиев, сочетные тяжелые травмы головы, шейного отдела, грудной клетки и конечности. У Катиева перелом 5-6 шейных позвонков, перелом ребер, перелом грудины, перелом верхней конечности. Больной Осмиев, тоже сочетные травмы, ушибом головного мозга, с переломом шейного отдела позвоночника. И больной Гагиев, тоже сочетанные травмы, ушибом головного мозга, пневмоцефалия, переломом основания черепа и переломом нижней конечности. Всем оказана необходимая помощь, прооперирована и лечат дальше консервативно. Дежурная часть позвонили, сказали, что на пост напали, нападение. Мы ехали туда на подкрепление. Не доезжая до поста, не знаю, что там было. По-моему, нам не уступили дорогу. Вот, все, больше ничего не помню. По предварительной информации, всего 3 сотрудников ДПС были госпитализированы после нападения. Один из них, по данным врачей, 29-летний Анзор Албагачиев. Он был доставлен в Сунжинскую ЦРБ. Оказывают квалифицированную медицинскую помощь. В данный момент состояние пациента оценивается как в средней степени тяжести, то есть стабильно тяжелое состояние больного. Навестить пострадавших приехал Юнусбек Евкуров. Медики рассказали главе о состоянии пациентов. Юнусбек Евкуров поручил Минздраву оказать высококвалифицированную медицинскую помощь и, если есть в этом необходимость, транспортировать больных в иногородние клиники. Если окажем помощь, то посмотрим. Надо в Москву эвакуировать? Полностью все, помощь оказана, пока необходимости нет, Юнусбек Матвеевич, потому что все сделано. В принципе, все... Если что надо будет, да, если что. Все уже обсудили с министром здравоохранения. Пока переводим главного клинического инспектора. Мы всегда раньше это делали с военного госпиталя. Это как раз специалисты приведите. Напомню, в воскресенье в 17:30 на посту ДПС в районе села Яндари Назрановского района произошла перестрелка между сотрудниками полиции и бандитами, предпринявшими попытку скрытно приблизиться к посту и совершить нападение на сотрудников правопорядка. В ходе завязавшегося боестолкновения 2 преступников были нейтрализованы. Решением руководителя оперативного штаба НАК, начальника управления ФСБ России по Республике Ингушетия на территории района введен режим контртеррористической операции. При нейтрализации бандитов гражданские лица не пострадали. 2 сотрудников полиции получили ранения. 1 погиб. Установлена личность одного из 2 бандитов, напавших на стационарный пост ДПС. По данным газеты «Ингушетия», уничтожена при перестрелке житель республики Магомед Мурзабеков. Сейчас устанавливается личность совершившего самоподрыв. В принципе, я знаю, что попадали в поле зрения по разным мотивам по направлению. Ну а так ярко выражено такого участия в подполье не было, в Роинске они не были
Люди такой жизни без разбойников. Вот на этом поле зрения были. На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. По предварительной информации, мощность бомбы, сработавшей во время взрыва на стационарном посту, составляла около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. На месте происшествия работают следователи. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия. Лейла Гайсанова, Мухаммед Миржоев. Новости 24. В результате нападения на пост в Яндере погиб сотрудник ДПС Исраил Богатырев. Ему было всего 29 лет. Без отца остались 3 детей. Похороны Исраила прошли сегодня утром в Чермени. Выразить соболезнования родственникам погибшего пришли друзья, коллеги и близкие. Траур сегодня не только в семье Богатыревых, но и всей республике. Этот злочастный вечер в воскресенье в регионе будут помнить еще долго. Исраилу Богатыреву было всего 29, у него осталось 3 детей. Младшему сыну 1,5 года. Из-за полученных ранений на посту ДПС в Яндере Исраил скончался на месте. На похоронах собрались не только родственники и однофамильцы, но и те, кто просто был знаком с ним. Армир, sabah kırış. Balkda elbet şubah kırış, şey kuak haciri eli boğaz, kos habah kabırır. Da şey vod metik ya kadar oldu. Da şey da oldu. Dik walk over. Dik ay. يلا جهة دواس ولا حبيبي شيء يلا هالصو لا تكنيس ولا حمد نوع جاي كذا شيء نبعده لا لا سوالي سوون بغوا لقير دانا ندوسهم ديك دانا ندوهم شي دانا يحيى يدعو جواتي طلب شي دانا ياخذ يدعو هذا ديال الأستاذ На похороны приехали все друзья и коллеги Исраила, а также соболезнования родственникам умершего выразил и министр внутренних дел Ингушетии Дмитрий Кава. Он отметил, что МВД России окажет поддержку семье погибшего сотрудника. Спасибо, настоящий мужчина. Преступники, которые совершили это преступление, они уничтожены. МВД окажет полную содействие семье. Молодой, веселый, любящий жизнь. Родные не могут поверить в случившееся. Жизнь родного человека оборвалась слишком внезапно. كي قبر دسادو كي قبر دوان ديك ترلش قرنا حتى بيزش ديك زام سقور بدد دال قل ققر سنة دوش دود داتر دال بيزامتي يون دال إيرشامي موهمده بين غلاش در غلاش دو بين مخا دو دق درجة Велаш дож андари ханс. Тахан правительство бяхкаха на пост, парламент бяхкаха на бнах сар масне халдия дир мехтязет мадир. Тахан ве мехка бос наха зулум де хамдир. Выразить соболезнования приехали старейшины со всей республики, в их числе и Хажумар Арапиев. Бал борж, дахал знок борж, бахал ошима борж, осхамал мир. Дал, пока я там был, погеш стол газедел, дал кызборг, хамадоутус, халмукол век, камада мукол. Случившееся потрясло всю республику. 2 коллег Богатырева, которые в тот вечер охраняли с ним пост ДПС, находятся в реанимации. Их состояние врачи оценивают как тяжелое. На похоронах об Исраиле Богатыреве отзываются как об одном из лучших сынов своего народа. إسرائيل وودس تنبوه بيدرس إسرائيل الثاني اللي أقول سيان خطر غديهن شيء بين سبوسي دي شيء يختش زامسك دي اشتغل نيسلر زامسك إزي زامسك دي زامسك أولو ديك نهو صورة إسرائيل يا أولو ورك ديك زامسكم وتورشان هذا بالها يسموه سكوادي كواد تيزة كوادي سنن بالها يسموه شو هم تان تخشر
بعض دي الله ده وشي قش دوتو هو بيزانا بيقولون مساشرة ده إما صار لوطان بيزا مساشرة بركة لوطان إذا زامسكي أولو وقت شخنا ديون دوجي غلقتي إزيلسي ورشي زامسكي ديك إسرائيل ده وشي قش دوتو. 1 декабря Исраил Богатырев отметил бы юбилей, ему исполнилось бы 30 лет. Зелимхан Калоев, Рамзан Миржоев, Новости 24. Произошедший теракт на посту Яндари стал настоящим шоком для всех мирных жителей республики. С безусловным осуждением на подобные действия со стороны бандитов выступили представители общественности. Sunu nokta yakmeliyor nokta. Veyne Ralgay Respublike yermel hal hakallay baka bolchan hoz yermel hal hakallay. Masek noakhov dadras ko di noakhov dadras yevey kuch hasag vey hasag gestish yer ehtu tmalish han yer ehtu berandish dina. Verbi yizig weer amyamati alcha. Bella noemde, der was alcha noemde, die ham die see. Als weine kommen wacht isham bus. Wij moesten worden doldolch met die masha kijkers. Grasa der jongens schuld jesway. Ben die dal gesteld dal. We zijn dat die wel dal yerbo zulm. Doch zulum muttis hash doser mut choch mersh arban shay bolba nakhbsar baberj was berj mersh geri arj och tsanna mugde hamdat shay bolha shin diesel napadaq bolha sa guweri har doch qamadi izdel norway massadar gej orsadan общественность учитель школа шемал васак дишанах юрт Юртер общественный совет, духнах мы бивай общественная организация, корзадан вай зулм дадах деждик, мехкер дадах деж, дадал деждис. Из шашт хадага диха хадяш хамаде датсис, кегишлах. Цане да халха дуахош, цане халха это цунте цантей пархон, цунте цадик худда шуан яхаш. Идеология яхаш да хамадич, хамады изда. Я, конечно, отношусь к этой ситуации отрицательно. Мне обидно, что на нашей территории, нашей республики такие происшествия бывают. Бейнчандал, Гештолт, Лосбиачандал, Моршеволт. Я хотел бы обратиться к молодежи нашей республики и вообще ко всем жителям нашей республики. Сделать все для того, чтобы такие случаи у нас не происходили. У нас и так маленькая республика, мы должны быть сплоченнее, мы все друг другу братья, нельзя относиться друг к другу как к врагам. Это должно волновать каждого жителя нашей республики. Все должны делать все для того, чтобы такие случаи не происходили. Борца Бобы. Мы в последние годы забыли об этих ужасных событиях и очень радовались этому. И, к сожалению, вчера пришлось вспомнить снова. Вместо того, чтобы, засучив рукава, строить республику на радость своим друзьям и на зависть своим врагам, мы взялись за оружие и убиваем никого бы то ни было, а убиваем друг друга. Это очень печально, и хочется призвать молодых людей не искать геройства в каких-то далеких странах или на том свете. Геройство здесь, геройство уметь жить, геройство уметь быть полезным для своей семьи, для своего дома, для своей страны, для своей республики, для своего отца, матери. Вот это настоящий подвиг и настоящее геройство. Ингуши всегда славились крепким духом и сильным характером. Я прошу молодых людей не идти на поводу у наших врагов, у врагов нашей республики, у врагов нашей религии, у врагов нашей страны, а напротив, вопреки всему, стать сплоченнее, стать религиознее, по-настоящему религиознее. Ведь ислам — это такая религия, которая жестче всего осуждает
убийства невинных людей, к какой бы религии и конфессии они ни относились. Давайте проявим мужество и слабость, и силу, которые нам присущи были всегда во все годы, возьмемся за руки и построим мир на добре, на взаимовыручке, на взаимной помощи и взаимной любви друг к другу, а не взаимной ненависти. Молодежи хотелось бы обратиться с призывом не поддаваться на провокации различные, быть бдительными, не контактировать с нежелательными людьми, беречь себя в социальных сетях, беречь своих близких, потому что данная акция не может быть спланирована одними людьми. Эта акция спланирована именно теми людьми, которые заинтересованы в том, чтобы дестабилизировать обстановку в республике, в стране, которые несут в себе угрозу для всего общества. Поэтому хотелось бы призвать молодежь быть бдительными и не поддаваться ни на какие лозунги и провокации. Народным собранием региона подготовлен проект республиканского бюджета на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов. Он сформирован на основе 19 госпрограмм, охватывающих все сферы деятельности исполнительных органов госвласти. Прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета составит 19 миллиардов 204 миллиона рублей. Расходов 19 миллиардов 616 миллионов. По данным регионального Минфина, в будущем году налоговые и неналоговые доходы республиканского бюджета составят более 4 миллиардов рублей. В настоящее время законопроект поступил на рассмотрение Комитета по бюджету и налогам регионального парламента. Затем к работе над ним приступят другие комитеты. Сегодня глава Ингушетии встретился с участниками молодежного форума «Машук» и Всемирного молодежного фестиваля в Сочи. Янузбек Евкуров похвалил ребят за высокие результаты и хорошие проекты. Кстати, были поддержаны 35 из 50. Глава при этом подчеркнул, что все они должны работать и после освоения грантов. Подробности у Индиры Манкиевой. Нужно действовать. Искать надо не причины, а способы. С этих слов начинается выступление главы региона. И на форуме «Машук», и на Всемирном фестивале молодежи ингушские ребята добились хороших результатов, отметил Янузбек Евкуров. Всероссийские форумы, слеты молодежи СКФО – это все похвально, но пора подумать и о региональных площадках, где также будут разыгрываться гранты, подчеркнул глава, даже если суммы выигрыша будут небольшими. Пусть это будут небольшие деньги, пусть это будет там 100 тысяч рублей, но чтобы мы уже кого-то поддержали. Вот я хотел бы тоже сегодня услышать, кто у нас получил гранты там, на Машуке, и как вы эти гранты будете осваивать, и как вы потом будете отчитываться по этим грантам. И как деньги уже использованы, как вы их вложили, и натуральный продукт, как мы выражаемся, да? В чем это выражается, этот грант? Что мы видим? И те проекты, которые ребята не смогли защитить на Машуке, но при этом они имеют какую-то такую новизну, там, инновации, или там какие-то возможности ребятам создать свои рабочие места и продолжение. В этом году молодежь Ингушетии на Машуке выиграла гранты на 14 миллионов рублей. Такого успеха в социальных проектах наши ребята еще не добивались, подчеркивает председатель комитета по делам молодежи региона Сулейман Игиев. Первое место – это Республика Дагестан по количеству грантов. А так, если брать соотношение участников 145 человек делегации Республики Ингушетия, то мы в СКФО среди 7 регионов в этом году взяли первое место. Сегодня главу республики ознакомились с самыми масштабными проектами, которые заработали на форумах высокие баллы. Адам Айсагов рассказывает о своем будущем фильме про дикую дивизию. Молодой человек уверен, что весь мир должен знать о легендарных воинах-всадниках и не просто исторические факты их боевых путей, а немного больше. Когда они садились за единый стол, всадники считали количество мусульман и количество христиан за столом. Если количество мусульман больше, то все оставались в головных уборах. Если же количество христиан больше, все снимали головной убор. Это связано с тем, что у нас в исламе можно находиться в головном уборе, когда ты принимаешь пищу, а в христианстве нет. И даже одна единственная сцена показывает, что там было много примеров таких. И, к сожалению, в современных хрониках, которые дошли до нас, сохранились, этого нету. И в рамках проекта именно планируется снять такие постановочные сцены.
Аслан Евлоев, строитель по образованию, предлагает вниманию всех проекты по изготовлению металлочерепицы, которая, по словам молодого человека, имеет положительные отзывы в Европе и в разных уголках России. Сущность моего проекта заключается в запуске кровельного цеха «Эдельвейс», который не имеет аналога во всем СКФО для производства высококачественной кровли, которая отвечает всем европейским стандартам. Ломали Бисаев не успел представить главе свой проект. Время было ограничено. Идея молодого человека заключается в том, чтобы создать студенческое телевидение. На Машуке проект прошел. Теперь осталось открыть студию и начать вещание. Очень часто сталкивался с такой проблемой, что, например, очень мало ребят посещают, например, сайты СУЗа и УЗа и также не знают о деятельности своих коллег, сверстников. Например, куда кто съездил, кто что выиграл. Поэтому именно мой проект будет показывать и освещать деятельность студентов. Большой плюс этой встречи заключается в том, что многие проекты получили одобрение и заручились личной поддержкой главы. И некоторые проблемы, с которыми сталкивались молодые люди в процессе реализации своих идей, были решены на месте же. Вам всем желаю успехов. Еще раз подчеркиваю, что главная наша цель, чтобы участвовали в таких мероприятиях, узнавали друг друга, себя показывали наши традиции, культуру, обычаи, не кучковались сами местечковым образом, что там, что здесь, а наоборот, там все больше и больше находили своих сверстников, друзей, товарищей в других регионах, и Северного Кавказа, и России в целом. Ну а в конце традиционное памятное фото. Сегодня молодые люди по итогам форума могут собой гордиться, ведь 14 миллионов – один из самых высоких показателей среди субъектов СКФО. Индира Манкива, Рахман Цуров, Новости 24. Закон о блокировке карт и счетов при всех подозрительных операциях депутаты готовы рассмотреть уже в ноябре. Для этого не потребуется согласие владельцев карт и счетов. Кредитная организация может приостановить денежные переводы клиентов без их согласия на срок до 2 дней. При этом банк обязан предупредить владельца по телефону или на электронной почте, чтобы получить подтверждение проводимого платежа. Законопроект обещает рассмотреть уже в этом месяце. Примечательно, что каждый банк сам будет корректировать перечень подозрительных операций. На сегодняшний день счета клиентов блокируют на основании закона об отмывании денег. В случае, если законопроект будет принят Госдумой, он вступит в силу через 90 дней после того, как его подпишет президент страны. Раиса Икажева стала заслуженным учителем России. Почетный работник, педагог с 32-летним стажем, трудится в Назрановском лицее, преподает музыку. Сама организовала хор из 76 учеников, который занимает, кстати, призовые места на различных конкурсах. Слово Маки Келиматовой. Стоит на месте, да, ни вверх, ни вниз она не двигалась. Следующая мелодия, я буду вас немножко путать. Раиса Икажева на своих уроках полностью приковывает внимание детей. На педагогическом поприще она трудится уже 32 года. За это время Раиса научилась находить подход к любому ребенку и вдохновлять ребят на творчество. Каждое занятие для нее как маленькая жизнь, которую она проживает вместе со своими учениками. Дети – это для меня все, музыка – все. Это моя вторая жизнь. И я очень рада, что я выбрала эту профессию. Никогда об этом не жалела. В общем, я считаю, что я выбрала правильный путь. Заслуженный учитель и почетный работник общего и среднего образования, победитель всероссийского конкурса «Лучший учитель-2008», а теперь еще и заслуженный учитель России. Это почетное звание, присвоенное Раисе президентом, стало для нее волнительным событием. Просто были бесконечные звонки с поздравлением, потому что очень поздно узнали, 5 часов только было это сообщение. И звонили, сообщали. Сегодня все меня поздравляют, тоже все рады и говорят мне, что достойно. И меня это радует. Это, между прочим, оценка очень для меня такая важная, что мои коллеги меня поддерживают и считают, что я достойна. Посвятить жизнь музыке Раиса решила еще в 8 классе. Окончив на отличную музыкальную школу, она поступила в Грозненский музыкальный колледж на отделение фортепиано. Проработав несколько лет в музыкальной школе, устроилась в лицей, первое инновационное учебное заведение республики. Уже 20 лет она не изменяет выбранной профессии. В школе занимается не только с младшими, но и со старшеклассниками. Гордость Раисы Мухарбековны и музыкальный хор, в котором занимаются 76 учеников. В 2014-м нескольким воспитанницам учителя посчастливилось поучаствовать в музыкальном открытии Олимпийских игр. Кроме того, солисты хора – призеры многих музыкальных конкурсов. А ребята
Ребята с большим интересом и желанием ходят на занятия к любимой учительнице. Я вижу, что она очень хорошая. Я вижу, что всегда с нами добрая, объясняет хорошо. Она самая лучшая из учителей. Она объясняет лучше всех. Когда я ее вижу, у меня поднимается настроение ее видеть. Раиса Саварбековна – часть дружного школьного коллектива, который складывался годами. За эти годы она успела найти общий язык с каждым и зарекомендовать себя грамотным педагогом. Ее самоотверженность, ее трудолюбие, ее невероятная способность работать, трудиться, не жалея себя, отдавая все свои силы именно школе, говорит о том, что за ней, по ее следам, пошли ее выпускники, дети, которые стали сегодня профессиональными артистами. Мы всегда готовы поддержать Раису Мухарбековну, оказать ей всемирную помощь. Мы все ее любим, уважаем и гордимся ею. Мне хотелось бы пожелать ей больших творческих успехов. Учитель музыки мечтает об одном, чтобы чаще дети обращались к творческим профессиям, а родители поддерживали их в таких начинаниях. Хотелось бы, чтобы наши учащиеся не рвались все врачи, экономисты, юристы, а все-таки выбирали такую профессию тоже. Такая награда для Раисы – большой стимул заниматься любимым делом, а когда успехи замечают на таком высоком уровне, то и трудиться приятнее вдвойне. Мака Кельматова, Сурху Кусиев, Новости 24. В России вступили в силу новые правила провоза ручной клади в самолетах. В соответствии с новым законом норма ручной клади установлена в размере не более 5 килограммов. Это означает, что теперь авиакомпания обязана принять на борт ручную кладь весом до 5 килограммов, но может увеличить границу этой нормы в сторону повышения качества конкурентного преимущества. Пассажир может взять с собой рюкзак, дамскую сумку или портфель с вложенными в них вещами, верхнюю одежду, букет цветов, костюм в портпледе, детскую люльку или коляску при перевозке ребенка, детское питание, костыли, трости, а также лекарственные препараты. Ингушские боксеры стали призерами прошедшего в Москве турнира памяти шестикратного чемпиона СССР, заслуженного мастера спорта СССР Юрия Никанорова. Сегодня спортсмены вернулись в Ингушетию. Это Имран Хамхоев, серебряный призер турнира в весовой категории 56 килограммов, и Хамзат Цуцаев, который взял бронзу в весовой категории 64 килограмма. Победители получили приглашение от старшего тренера юниорской сборной России по боксу Фахруддинова Виктора участвовать в чемпионате России по боксу среди молодежи, который будет проходить в январе следующего года в Санкт-Петербурге. Первый бой боксера с белгородцем, тоже хороший парень был. Второй бой был с победителем Кубка России, с питерцем. И в финале тоже с питерцем был тоже Кубка России. В финале мне чуть-чуть не хватило. Сегодня свой день рождения отмечает народный художник Республики Ингушетия, член Союза художников России, автор ингушского герба Руслан Альдиев. Его живопись признана яркой страницей в ингушском художественном искусстве. Она полна гармонии и красоты. Родился Руслан Альдиев в Караганде и со своей будущей профессией определился еще в детстве. Зарима Ивлоева расскажет подробно. Любовь к рисованию проявилась у Руслана Ильдиева еще в раннем детстве. Начиная с 4 класса он рисовал всегда и везде. Его кисти принадлежат большое количество работ, написанных в различных жанрах. Это картины на исторические темы, пейзажные и лирические произведения. Я попал в Иркутск, может быть, случайно познакомился там с художниками местными. Там очень много художников. И вот то, что мы тут привыкли, горы. Все время горы, там уже какой-то другой вид у меня на природу. Воды очень много, озеро Байкал. Это от Иркутска 60 километров, очень красивые места. Талантливый художник является автором ингушского герба. В 1993 году, во время становления ингушской государственности, он принял участие в конкурсе. Все, что Руслан Ильдиев изобразил на гербе, это символы нашей малой родины. Что здесь изображены символы? Это солнце, башня, Башлам, Мятлам, наши горы. Вот ни одной из них мне не хотелось выбрасывать. И так получилось, как получилось. И то, что сегодня выходят монеты
с изображением юбилейной монеты в Российской Федерации, с изображением герба, с изображением башен Вовнушки. Мне кажется, это приятно должно быть для нас. Сейчас Руслан Ильдеев работает над изображением башен Вовнушки, которые в свое время заняли 2-е место на всероссийском конкурсе природных и рукотворных чудес России. А вот торчит из земли большая скала, и ее продолжение из этого же камня, продолжение идет уже сделанное руками человека. Это где-то, может, в пределах 400 лет, я так думаю, по своим этим примерам, а ученый, может, точнее скажет. И вот сколько труда, сколько изобретательности, сколько вот желания, идеи какой-то должно быть, чтобы построить вот такую вот ансамбль, я бы сказал. В своих картинах художник воспевает быт и нравы ингушского народа. Но где же черпает вдохновение ингушский художник? Когда приезжаешь в горы, там ночуешь, там питаешься, там дышишь, и глаз, и рука уже работает по-новому. Это полезное дело. Работы Руслана Ильдеева хранятся в Госмузее изобразительных искусств Ингушетии, а также в частных коллекциях в России и за рубежом. Известно, что до 150 работ находятся в частных коллекциях за границей. Зарема Ивлоева, Майрбек Миржоев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.